А Лизоньке оно как раз пору. Ну, грех, Потап Иванович, насчет таких подарочков толковать-то. Это история любви дочери ростовщика Лизы Лоскутковой и молодого гусара Ивана Налимова. Их чувствам пытается помешать жадный отец девушки, требующий за нее несметный выкуп. Но находчивый гусар не намерен сдаваться. С помощью хитроумных уловок он переворачивает ситуацию с ног на голову. Что? Вот еще! У меня всего одна родственница, и к ней не ходить. Ну уж нет, я сейчас оденусь и пойду. Захватывающая линия сюжета ни на минуту не отпускает внимания зрителя, и это неудивительно, ведь проблемы, поднятые автором 2 века назад, актуальны и сегодня. Взаимоотношения отцов и детей, людские слабости и пороки, мечты о простом человеческом счастье – все это находит живой отклик в зале. Эх, хороший человек этот Иван Федорович. А вот только дочери-то я ему и не отдам. Озорной двигатель сюжета и главный зачинщик романтической путаницы – Амур. Эту яркую игровую роль виртуозно исполняет Тимур Лимарев. Его персонаж не просто аллегория, а полноправный участник действия. Лукавый, изящный и неуловимый дух любви, который с помощью своей волшебной стрелы запускает все веселые перипетии. Задача актера – создать образ одновременно воздушный и харизматичный, передать легкость ироничного посредника между влюбленными. Мне в своем образе важно было передать вот эту вот мимолетность, воздушность именно Амура как персонажа. Но еще хотелось бы показать мое отношение вот к любви. Я же вот исполняю, я влюбляю 2 людей, и вот хотелось бы показать, как будто на мне это отражается с какой-то стороны. В зрительном зале собрались не только ценители театра, но и представители Министерства образования и науки Республики Ингушетия. Для постановочной группы это возможность показать результат своего труда и доказать, что классический водевиль может быть современным и востребованным. Реакция зала, смех, аплодисменты, живой отклик стало первым свидетельством того, что спектакль состоялся. На мой взгляд, спектакль удался. Все актеры, задействованные в спектакле, выполнили те задачи, которые были перед ними поставлены, что касается роли. Все персонажи очень гармонично взаимодействовали на сцене. Универсальность этого спектакля по пьесе Николая Некрасова – заслуга тонкой режиссерской работы. Постановщику удалось сохранить дух классического водевиля, сделав его понятным и динамичным для современной публики. Это такая очень легкая, занятная вещь. Она ни к чему не обязывает с точки зрения загрузки философии, о чем, кто виноват, что делать. Всей этой истории здесь нет. Конечно, можно в любом юморе найти смысл. Кто хочет, и он, и в этой истории найдет. Мы просто хотели, чтобы зритель пришел и просто получил максимальное эстетическое наслаждение. Этот спектакль – напоминание о том, что самые сложные преграды можно преодолеть с помощью ума, чувства юмора и верности своему сердцу. Амина Зязикова, Магомед Яндиев, Магаз 24.